18 апреля 2025 года указом президента министром энергетики был назначен начальник управления энергетики и транспорта Батал Мушба, финалист конкурса управленцев «Команда Абхазии». Батал Вадимович в нашей студии. Приветствую вас. Сережа, добрый день. Школа, бакалавриат, магистратура в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Все с отличием или все на отлично. Тем не менее, назначение на высокий министерский пост для нас всех было неожиданным. О главной вашей работе и деталях вашей работы поговорим. Давайте начнем. В общем-то, я в числе тех, кто удивился, услышав о вашем назначении, но, прочитав ваше резюме, уже понимаю, что вы давно в материале. Как раз вы этому всему, я имею в виду энергетика, да, учились в то время, когда в Абхазии энергетическая проблема накапливала негативы и будоражила общество. Зная эту ситуацию, вы не испугались занять предложенный пост? Я бы хотел начать с того, что также получить такое предложение на высоком уровне от президента для меня тоже было неожиданностью. Несмотря на то, что я уже несколько лет проработал в сфере энергетики в Российской Федерации, в последнее время продолжал свою работу тоже в отрасли энергетики в Республике Абхазия. Но, наверное, когда ты получаешь предложение на таком высоком уровне, то руководитель исходит из нескольких факторов, по которым он считает, что тот или иной кандидат способен справиться с поставленными задачами. Когда такое предложение поступило, естественно, я уже понимал, что необходимо оправдать возложенное доверие со стороны руководства, со стороны президента. И самое главное, наверное, быть полезным для страны и для общества, и все свои знания приложить для того, чтобы повлиять на то, чтобы ситуация в такой критической важной отрасли, как энергетика, начала улучшаться и был реальный ощутимый эффект для нашего населения. Просмотрев ваше резюме, я подумала, либо у этого человека профессиональный интерес, потому что в течение 5 лет вы работали в энергетической сфере, в сфере аналитики, скажем так, вот энергетики. Да, или и я подумала, что даже, возможно, у этого молодого человека уже есть видение, как исправлять эту ситуацию. И возможно, что это видение более новое что-то, чем то, что предлагалось нам все эти годы. Вы знаете, видение развития энергетической отрасли сегодня нам представляется таким образом, что наша энергетическая система должна быть современной и сбалансированной с точки зрения спроса и предложения. Здесь я бы хотел немножко сказать о таких общих глобальных трендах, которые, в принципе, в мире сегодня существуют в сфере энергетики. Глобально потребление электроэнергии растет во всем мире достаточно галопирующими темпами. По прогнозам Международного энергетического агентства к 60-му году энергобаланс мировой будет на 50% состоять из возобновляемых источников электроэнергии. Также мы видим, что уже некоторые регионы в мире сталкиваются с дефицитом электроэнергии, в том числе и ближайшие государства. И в этом смысле Абхазия, как мы знаем, тоже ежегодно сталкивается с энергетическим дефицитом по итогам года. Почему это происходит? В чем лежат причины таких непонятных, да, сложных ситуаций по итогам года? Все это связано с тем, что развивается национальная экономика, развивается вообще человеческая жизнь. И сегодня, если 30-40 лет назад достаточно было в доме иметь одну лампочку и холодильник, сегодня уже мы хотим иметь более современные, качественные блага. Это современное освещение с несколькими лампочками, чтобы у нас телефон был заряжен. И та гаджетизация, современнизация сегодняшних процессов, естественно, влияет и на общественную жизнь Республики Абхазия.
Также электрокары появились и появляются, и все это ставит перед энергетической отраслью любой страны вызовы, связанные с необходимостью удовлетворения вот этих возрастающих потребностей как со стороны граждан, как со стороны экономики, бизнеса, предприятий, социальных объектов. И энергетическая система, которая не отвечает этим вызовам, которая не вкладывает в инфраструктуру, в создание новых генерирующих мощностей, она, конечно, будет продолжать сталкиваться с такими серьезными хроническими проблемами. Мы должны, я думаю, что мы это хорошо понимаем, и наши граждане тоже это понимают. Сегодня энергетическая система требует соответствующего поддержания, соответствующих вложений для того, чтобы отвечать всем тем вызовам и спросу, которые сформируются. Вот как человек, анализирующий энергетику, вы этим занимались до того, как стали министром. Я думаю, что умение анализировать — это тоже большая помощь для чиновника. Хочу начать с общего вопроса. Обычно говорят, что не так страшен черт, как его малюют. Я вот просто хочу спросить, общая ситуация в нашей энергетике, она неподъемная? На текущий момент ситуация сложная, она пока еще продолжает быть непростой, но несмотря на то, что есть серьезные сложности в отрасли, которые накопились, к сожалению, за многие годы послевоенные, не заниматься, не решать эти вопросы мы не можем. И сегодняшний подход в правительстве, в руководстве именно такой, чтобы переломным образом ситуацию изменить в отрасли. Поговорим о шагах, предпринятых в нашей энергетике за летний период. У многих есть надежда, что эти шаги дадут какой-то положительный результат, и мы не окажемся в объятиях энергодефицита в осенне-зимний период. Чем ваше ведомство и наше правительство в этой сфере занималось летом? Какие были действия, которые могут нас немного хотя бы обнадежить? Ну, я бы хотел, наверное, привести небольшую статистику. За 9 месяцев текущего года потребление электроэнергии в Республике Абхазия сократилось по отношению к 9 месяцам 2024 года на 65 миллионов киловатт-часов. Что означает сама по себе эта цифра? Эта цифра означает, что если такая динамика продолжится в последующие месяцы, то энергодефицит в стране будет значительно меньше. И вот на вот эти вот верные отключения, к которым иногда технически приходится прибегать, естественно, и он будет значительно меньше, или же его вообще не будет. Как вы знаете, президентом поставлена задача с августа месяца начать коммерческий переток электрической энергии с Российской Федерации для того, чтобы более рационально использовать водный запас на Ингургэс. На 1 октября текущего года нам удалось по отношению к прошлому году этот уровень держать выше на 47 метров, что достаточно серьезная отметка в сравнении с предыдущим годом. Также на текущий момент электроэнергия... Интересно, а чем была инициатива начать коммерческий переток из России уже в августе? Инициатива и поручение было президента, которое родилось в ходе обсуждения с экспертами, с энергетиками. И было понятно, что если мы сможем начать заранее осуществлять коммерческий переток, то мы сможем более плавно пройти осенне-зимний период. Но нужно сказать, что, конечно же, энергетика Республики Абхазия и гидроэнергетика, она в значительной степени опирается и на природные условия, которые влияют на уровень притока воды, на его периодичность. Как мы знаем, Ингургэс вырабатывает электроэнергию за счет той воды, которая поступает с гор, поэтому природные условия изменения, они тоже очень существенно влияют на потенциал и мощности выработки на плотине. Также вот по коммерческому перетоку хотел бы добавить, эти цифры тоже мы уже озвучивали, закупленной электроэнергии собственными средствами Черноморэнерго на сумму свыше 171 миллион за 3 месяца. Это порядка 62 миллионов киловатт-часов. Если бы нам дополнительно пришлось бы тот дефицит, который мы не сократили бы
еще закупать на эту сумму, то это было бы еще порядка 200 миллионов рублей по тому тарифу коммерческому, по которому мы приобретаем его сегодня в Российской Федерации. То есть это дополнительная нагрузка, дополнительная экономия, которую нам уже удалось осуществить совместно. За счет чего удалось осуществить эту экономию? За счет серьезной работы, связанной с наведением учета электроэнергии, с борьбой безучетным и незаконным потреблением электроэнергии, который, к сожалению, пока еще в нашей республике продолжает существовать, но мы видим, что динамика по, так скажем, неучтенному потреблению постоянно она снижается, хотя еще эта зона остается достаточно чувствительной для энергодефицита страны. Ну вот за эти 2 месяца сейчас коммерческий переток продолжается? Он продолжается в ночные часы и в выходные дни круглосуточно, потому что в Российской Федерации электроэнергия продается по дневному и ночному тарифу. Ночной тариф значительно в половину дешевле, чем дневной тариф, за исключением выходных дней. Можно будет озвучить за август, сентябрь, например, за коммерческий переток, сколько заплатило наше руководство, правительство? 171 миллион рублей 171 уже миллион за 3 месяца. рублей. Но я бы хотел отметить, Ирина, что важное уточнение, что это не бюджетные средства, это средства Черноморэнерго, собранные за реализованную абонентом электроэнергию. Бюджетных средств на текущий момент на эти цели не было направлено. Да, Вот, это еще более интересная информация. Это также в рамках поручения президента, что не отвлекать, как вы знаете, достаточно наши ограниченные бюджетные средства. Мы эти средства на текущий момент аккумулируем за счет бытовой деятельности Черноморэнерго. То есть за счет собранных с поставленной электроэнергии абонентам мы можем оплачивать эту электроэнергию. Нужно сказать, что каждый год в случае такого дефицита и в прошлом году были такие мероприятия, когда вынуждено было правительство именно бюджетные средства на эти цели направлять. Я пока не готов сказать, что полностью на весь этот период, возможно, не потребуется бюджета, но в значительной степени в этом году задача поставлена обеспечить его полностью за счет средств Черноморэнерго. Это очень интересные, конечно, и актуальные превентивные меры, скажем так, в энергетической сфере. Но вот я хочу еще, чтобы мы сфокусировались на таком вопросе. Российская Федерация, вот ее помощь вот в действиях нашего правительства по недопущению энергодефицита или энергетического кризиса. Вот можете дополнить, в чем эта помощь и поддержка заключается? Помощь Российской Федерации по энергетической повестке, она достаточно широкая и разнообразная. Например, мы получали, как вы знаете, как наши телезрители знают, социальный переток, который в острую фазу зимнего дефицита прошлого года и начала этого года нам позволил получить тот дефицит электроэнергии, который у нас в стране сформировался. Это колоссальный объем электроэнергии и в денежном выражении, и в киловаттной части, который нам российские коллеги в этом году предоставили. Предоставили они его в конце декабря прошлого года, что было немножко, они нам его предоставили даже раньше, потому что ежегодный социальный переток, который был в 2025 году на 2025 год согласован, мы его начали получать с декабря 2024 года. Тоже в рамках договоренности с Российской Федерацией. Впоследствии нам дополнительно также был предоставлен переток в связи с исчерпанием того объема, который был. Все это нам позволило уже более плавно, более рационально пройти и острую фазу энергетического дефицита в начале этого года. Помимо таких мер, российские коллеги оказывают нам и методологическую поддержку, поддержку с повышением квалификации наших специалистов в отрасли энергетики. Мы делились информацией. В этом году уже начата активная программа по
повышению программы сотрудников Черноморэнерго в сфере диспетчеризации. Они уже прошли курсы на базе корпоративного центра системного оператора в городе Москва. Продолжая в формате видеоконференц-связи на первом этапе, коллеги из бытового управления проходят повышение программы, повышение квалификации. Впоследствии они будут и очные этапы проходить. Мы попросили российских коллег, чтобы на базе ведущих российских энергетических корпораций в сфере гидроэнергетики также наши специалисты могли пройти теоретическое и практическое обучение. Нужно отметить, что Министерство энергетики Российской Федерации в рамках наших договоренностей поддержало эти инициативы и позволило нам также сделать так, чтобы обучение этих специалистов было бесплатно для них. Эта программа начата, она продолжается, и мы планируем, что она будет в ближайшие несколько лет носить такой системный характер, чтобы наши специалисты могли погрузиться в современные отраслевые процессы в том или ином направлении, которым они занимаются. Ну и, конечно же, перенять этот полезный опыт и внедрить его уже непосредственно в работе нашей энергосистемы. Если бы Российская Федерация хотела бы заработать на нас, скажем, да, вот деньги, то, может быть, вот эти условия перетока тоже были бы не такими щадящими, они были бы, наверное, другими. То есть это тоже то, что мы покупаем, свет, скажем, и электроэнергию в ночное время, в выходные, это тоже определенные, скажем, возможности для нас щадящие, в общем-то. Правильно понимаю? Вы знаете, я бы здесь хотел добавить, что, наверное, тот социальный переток, который мы получаем, это значительные финансовые, значительные средства, но было бы, наверное, не совсем правильно постоянно обращаться за такой вот гуманитарной поставкой электроэнергии, самому не стараясь. Да, сейчас пока коммерческий, правда же, переток, а социальный в этом году, когда будет предоставлен нам, он будет вообще предоставлен? Он уже был нам предоставлен, мы его съели, потребили в начале года. В начале 25-го года. В начале 25-го года. Следующий социальный переток мы получим в 26-м году. В 26-м году. Да. Это где-то после Нового года, да? Да, мы ориентировочно планируем, что в первом квартале 26-го года мы получим этот объем. До Нового года мы должны своими силами, своими действиями, своими ресурсами, в общем-то, дотянуть. Да? Все-таки мы же должны тоже показывать, что мы ответственный партнер, ответственное государство, да. И наводить и налаживать учет, обеспечивать потребности мы должны и собственными силами в первую очередь. Поэтому поэтапно мы будем двигаться к тому, чтобы полностью самостоятельно свои потребности обеспечивать. Вы уже говорили о том, что мы развиваемся. Понятно, что экономика потихонечку она становится другой, поэтому нагрузки на энергетические объекты и инфраструктуру энергетическую, значит, увеличивается. И проблема изношенности сетей, наверное, всего становится ключевой. Все же то, что за счет собранных средств Черноморэнерго проводится вот сейчас вот такая политика в энергетике, это хорошо, но какие возможности для реновации сетей, для ремонтных работ, восстановительных работ? Вы очень правильно отметили, что одна из основных проблем нашей энергетической системы — это, конечно же, ветхость и изношенность электросетевого хозяйства. К сожалению, все это требует наведения соответствующего, все это требует финансовых затрат, которые необходимо осуществлять также за счет собственных средств, либо же за счет привлеченных средств. Но на текущий момент мы определили, что вот наша краткосрочная, наиболее приоритетная задача — это все-таки осуществление коммерческого перетока. Хотя те или иные мероприятия по реновации нашего сетевого хозяйства, они проводятся, по некоторым из них мы давали информацию и даем в рамках каких-то отдельных локальных работ, которые проводятся в том или ином селе, в городе и так далее. Но глобально сегодня электросетевое хозяйство, оно требует очень больших и значительных вложений.
и сложно эти мероприятия реализовать без отсутствия соответствующих финансовых вложений. Здесь я бы, как гражданин, наверное, хотел бы в первую очередь обратиться ко всем нашим гражданам с вопросом о том, почему вообще важно оплачивать за электроэнергию. Давайте. Это очень важно, потому что каждый собранный рубль за электроэнергию позволяет энергетикам инвестировать в сетевое хозяйство. Очень часто мы слышим, к сожалению, и мы, с одной стороны, разделяем такое мнение от наших граждан, что вот вы нам сперва приведите сети в порядок, наладьте там дефицит трансформаторной мощности и так далее, а потом мы начнем платить за электроэнергию. Понимаем, что наши граждане обоснованно высказывают свои претензии и замечания по этому вопросу, но здесь возникает вопрос, а за счет каких средств и за счет какого чуда, не имея финансовых или иных возможностей, можно привести сетевое хозяйство в порядок. Мы считаем, что наша энергосистема должна оставаться в управлении государством, и каждый гражданин, я думаю, в Абхазии разделяет это мнение. На наш взгляд, он это мнение еще лучше будет разделять, когда будет соучастником инвестирования в эту инфраструктуру за счет оплаты за электроэнергию. Повторюсь, что невозможно сегодня, не имея финансовых возможностей, восстановить сетевое хозяйство. Это колоссальные средства, которые посчитаны, кстати, в настоящее время, но без собираемости, без собственных возможностей это будет очень сложно сделать. А если электросетевое хозяйство будет продолжать оставаться в таком же состоянии, то качество электроснабжения наших абонентов, оно также будет недостаточно хорошим. Подводя итоги с бытовой деятельности Черноморэнерго за январь-апрель 2025 года, вы поставили с бытовым управлением задачу качественного повышения собираемости за поставляемую абонентами электроэнергию во всех районах Абхазии. Вас услышали? Динамика, которую мы видим по собираемости последние несколько месяцев, говорит о том, что мы значительно увеличили свои показатели по собираемости. Вот за сентябрь месяц уровень собираемости составил 85%. Это достаточно высокий показатель. 85, а до того? Значит, начинали мы в начале года, уровень собираемости составлял порядка 32%. 32 по месяцу. Если мы будем говорить с начала года, уровень собираемости составил 52%. Это с января по сентябрь месяц. Отдельно в сентябре только лишь мы собрали 85% по месяцу одному. Все последние 4 месяца у нас достаточно высокая динамика по собираемости. Но это результат чего? Это результат нескольких, на мой взгляд, факторов. Во-первых, у нас последние годы активно внедряется современные интеллектуальные приборы учета. В стране их установлено порядка 32 тысяч приборов учета, что стимулирует, с одной стороны, граждан к экономии электроэнергии. Процесс идет? Процесс идет и будет продолжаться. Мы рассчитываем, что мероприятия по приборам учета мы в следующем году значительно сумеем нарастить в плане установки этих приборов учета. Это позволяет нам стимулировать абонентов к экономии и к своевременной оплате за электроэнергию. То есть мы имеем реальные рычаги воздействия на абонентов, у которых и установлены эти приборы учета. И мы видим эту динамику, что там, где появились приборы учета, абоненты начинают экономить и более своевременно оплачивать текущие счета за электроэнергию. Ну, я слышу разговоры, что начали отключать таких злостных неплательщиков, скажем так. Это подтверждается такая информация? Все верно. В тех местах, где стоят современные интеллектуальные приборы учета, и ежесуточно мы вынуждены применять такую меру по отношению к таким абонентам для того, чтобы стимулировать их к финансовой дисциплине в вопросах бытовой деятельности. Можно я задам сложный, но важный вопрос? Коррупционная составляющая вот в энергетической сфере нашей. Вы этой проблемой как-то занимаетесь?
Естественно, что факторы, так скажем, недобросовестного отношения со стороны сотрудников энергосбыта, они с нашей стороны очень жестко пресекаются. И я думаю, то, что мы подняли вообще тему сбыта на достаточно высокий уровень, на уровень министерства, тоже стимулирует наших сотрудников сбытовой деятельности к тому, чтобы более объективно и честно осуществлять свою работу. Мы в этом смысле продолжим эту работу обязательно, потому что сложно требовать с абонента оплату за электроэнергию, когда есть такие недобросовестные случаи в самой энергосистеме. И здесь, конечно же, мы эту работу будем продолжать обязательно по борьбе с такими фактами. Вы совместно с российскими специалистами недавно провели обследование перепадных ГЭС в Галском районе. Какую ситуацию вы там обнаружили? Состояние перепадных сегодня оно не рабочее и находится в таком завершавшем состоянии. Для того, чтобы восстановить их и запустить в работу, конечно, нужно... Вообще реально работает одна перепадная или сколько? Из 4 перепадных одна работает, Одна да, работает. в полном объеме и позволяет сегодня нам получать электроэнергию с этой перепадной. Но нужно сказать, что и мощность этой перепадной она значительно выше, чем 3 других. Ага. 220. Но если бы другие восстановили бы, как это повлияло бы на выработку электроэнергии, вообще на проблему дефицита? Это позволило бы нам иметь дополнительный объем выработанной электроэнергии с наших объектов генерации. И мы порядка 50% дефицита могли бы точно удовлетворить за счет вот этой вот Но выработки. ремонт требует прям колоссальных вложений. Ремонт требует очень больших денежных средств. О миллиардных ресурсах речь идет. Все верно, да. О миллиардных ресурсах идет речь. И разом, конечно, такие средства, они сегодня непосильны ни для государства, ни тем более для единого оператора передающих распределительных сетей. Я еще немного вернусь к проблеме счетчиков. Я хочу, чтобы вы это знали. Вот часто я слышу от людей, что они не доверяют вот этим приборам учета, что неожиданно они обнаруживают какие-то огромные суммы для оплаты потребленной электроэнергии. Это возможно, чтобы приборы как-то обманывали, или те, которые как бы управляют этими приборами, чтобы они вот обманывали абонентов? Это возможно, или это просто люди не понимают, что очень часто мы безалаберно вообще тратим электроэнергию? Такие случаи обращения такие бывают и достаточно нередки, как вы правильно отметили. Наши сбытовые управления в районах часто сталкиваются с этим. В случае такой ситуации всегда есть возможность проверки этого прибора учета. И очень много людей обращались и просили осуществить проверку, сверить с каким-то другим прибором учета, который у него стоял до этого. Практически 95% таких случаев говорили о том, что приборы новые работают исправно. Как вы правильно отметили, некоторые наши абоненты имеют старые счетчики, которые там имеют уже срок службы там, свыше 15, 20, 30 лет. И нужно понимать, что такие приборы учета, по ним можно снимать показания, но качество их работы, оно немножко не объективное, потому что устаревает материал, пружина, которая там крутится, барабан, он начинает немножко с замедлением, с ухудшением работать. Поэтому вот такие случаи бывают, что люди говорят, вот наш один прибор показывает так, ваш показывает так. Есть лабораторная проверка, которая по итогам показывает, что приборы нового образца, они ни в коем случае ни каких-либо киловатт лишних абоненту не накручивают. Но глобально, конечно же, все это связано с процессом перехода к учету потребления электроэнергии. Там, когда вообще учет не велся никакими либо приборами, и людям начисляли ежемесячные платежи по нормативу, по среднему такому показателю, и когда он
ну, поставили прибор учета, и они иногда удивляются, почему прибор учета стал столько, потому что до этого вам по среднему начислялось без конкретной учета того потребления реально, которое тот или иной абонент потреблял. И люди вот в этой связи они уже начинают более экономно относиться к тому потреблению, которое у них дома, вместе с прибором учета. И такие ситуации бывают, но это, наверное, вот связано с переходом к такой современной системе учета в электроэнергии. Это плавная работа, мы ее будем обязательно продолжать, потому что без надлежащего учета, без автоматизации этих процессов выстроить эффективную энергосистему в сегодняшних современных реалиях, в условиях энергодефицита, с одной стороны, а с другой стороны растущих спроса вообще на дополнительную электроэнергию, просто будет невозможно. В интервью Обснопрессу, если не ошибаюсь, вы давали Обснопрессу большое интервью, да, вы там говорили о биллинговой системе. В двух словах, что это такое? Это современный информационно-технологический продукт, который позволяет налаживать учет электроэнергии, который позволяет киловаттную часть в автоматическом режиме переводить в рублевую часть для абонента. И что самое главное, не позволяет каким-либо образом менять, корректировать киловаттную часть, начисленную абоненту, вносить в нее какие-либо изменения. Все это невозможно осуществить в этой системе неведомо или же незаметно. Например, люди наши привыкли, ну не привыкли, сложилась такая практика, что приходит контролер, выписывает какой-то счетчик, а как его проверить, как в этом разобраться. Иногда бывает, что там могут что-то не досчитать. Вот эта программа позволяет именно уйти от такого физического, человеческого фактора в работе с учетом электроэнергии, что и прозрачно, и понятно становится для самого абонента. В ближайшее время мы биллинг планируем внедрить по всем районам, а также параллельно сейчас начинаем работу создания личных кабинетов для абонентов, где каждый абонент сможет в режиме реального времени зайти на свой лицевой счет, посмотреть. Это кто подключен уже, у кого стоит прибор учета? У кого стоит прибор учета, да, и сможет зайти, посмотреть. И даже те, у которых не стоит прибор учета, которым пока начисляется по нормативу, чтобы они могли видеть выписку своих счетов, какой у них текущая задолженность или, может быть, у абонента переплата. И это также решит вопрос. Вот, есть иногда людям, например, не всегда удобно ходить в кассы, в банке, оплачивать оплату за электроэнергию. Они смогут это делать дистанционно, используя те же современные средства, которые сегодня применяются во всем мире, через телефон, через приложение. Вопрос о повышении тарифов на электроэнергию, он где-то на повестке? Это тоже волнует наших оппонентов, зрителей. Вопрос повышения тарифов на электроэнергию на сегодняшний день очень четко связан с решением правительства, которое было принято в 2022 году о ежегодном поэтапном повышении электроэнергии с целью доведения до экономически обоснованного тарифа. И у нас в 2026 году с 1 января в соответствии с этим решением 2022 года тарифы скорректируются, так как это действующее постановление Кабинета министров. Здесь нужно сказать о том вообще, зачем повышается тариф на электроэнергию, почему это происходит, происходит ли это только у нас. Тариф на электроэнергию у нас до этого был порядка 40-80 копеек, как вы знаете, до 2022 года, что практически не позволяло никакие мероприятия критически важные для энергоотрасли осуществлять. Сейчас мы потихонечку идем по повышению тарифа, доведением его до экономически обоснованного тарифа основной целью для того, чтобы мероприятия по модернизации сетей, мероприятия по перетоку коммерческому электроэнергии мы могли самостоятельно осуществлять. Коммерческий переток, который сегодня Республика Абхазия покупает и покупала в предыдущие годы в Российской Федерации, стоит в среднем в 2 раза больше, чем тот тариф, который в Республике Абхазия. То есть мы покупаем тариф в 2 раза дороже, а поставляем его абонентам по оценкой практически в 50%.
Это как бы та ситуация, которую мы имеем в рамках наших тарифов и в рамках тех тарифов, которые сегодня существуют в Российской Федерации. Ежегодно в Российской Федерации индексируются тарифы на электроэнергию, и эта динамика, она носит у них регулярный, постоянный характер. Поэтому для того, чтобы обеспечивать энергетическую инфраструктуру, очень сложную, дорогостоящую, очень важен вот этот вот экономически обоснованный тариф. Это инструмент, который позволяет энергетикам вкладываться в энергетическую инфраструктуру. Несмотря на то, что в прошлом году в какой-то период мы пережили шок в связи вот с отключениями, да, вот электричества, тем не менее перелом в нашем сознании еще не произошел. В каком смысле? Мы пока не воспринимаем электроэнергию как бесценный ресурс или как очень дорогой ресурс, который надо экономить. Я знаю много людей, которые рассказывают, вот в России были вот зимой там, или же в Турции, там, гостили где-то, и постоянно люди там свет отключают везде, вот за собой, быстро, 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 вот лампочка ни у кого просто так бесцельно не горит. А здесь пока еще такого отношения нет. Как мы к этому придем? Вы очень правильно подняли этот вопрос, потому что здесь, на наш взгляд, не только вот должна быть такая работа с автоматизацией этих процессов, учетом и так далее, но и социальная такая ценностная должна поменяться, наверное, установка в сознании нашего общества, что электроэнергия — это в сегодняшних реалиях тот товар и ресурс, который требует определенных ресурсов человеческих, материальных, инструментарных для того, чтобы он производился и мог в конечном счете обеспечивать наших людей. Поэтому это не какой-то бесплатный ресурс, который сам по себе течет, и ничего не нужно делать, и достаточно, вот он сам идет, и за него ничего не нужно как бы его обеспечивать. Вот, очень часто энергетики из отрасли наши любят приводить пример, когда у абонентов заканчиваются денежные средства на телефоне или на интернете. Никто почему-то не думает о том, почему он перестал работать или почему нету, и не жалуется на это. Мы все как-то сразу идем и пополняем денежные средства, баланс свой. Электроэнергия — это такой же товар, такой же продукт, который сегодня в реалиях рыночной экономики в Абхазии и в мире требует того, чтобы его обеспечивали необходимыми ресурсами. И здесь мы не должны обманывать себя, сами как общество, как граждане, думать, что электроэнергия, она бесплатно к нам идет. Вот даже если мы бы, например, потребляли бы в Паламиду меньше, чем то, что вы сейчас потребляем, и у нас бы не было бы дефицита электроэнергии, да, в погоду, все равно нужно ли было бы нам обслуживать наши сети? Да. Заменять устаревшее 50-летнее, 60-летнее трансформаторное оборудование на подстанциях, сети наши приводить в порядок, чтобы напряжение в деревнях, в городах было. А как ты это будешь делать, если у тебя нет финансовых возможностей, чтобы приобретать новое оборудование, устанавливать его, закупать материалы, технику? Вот именно на вот эти цели тратятся те средства, которые собираются за электроэнергию. Поэтому это в сегодняшнем мире точно такой же товар, такой же ресурс, который должен быть обеспечен. Мы продолжаем обсуармия. У нас в гостях министр энергетики Батал Мушба. Министерство, ваше ведомство, оно, наверное, планирует программу «Минимум», программу «Максимум». Это я не возвращаюсь к истории КПСС, но что-то в голове от этого осталось, потому что мы понимаем, что если есть возможности, то планируешь, наверное, какую-то очень важную стратегическую задачу. Но когда понимаешь, что этих средств достаточно мало, ты думаешь о программе «Минимум». Вот в этой связи, вот в чем ваша работа сейчас? Здесь у нас есть четкие поручения президента, которые были даны правительству 27 августа. Одно из поручений в сфере энергетики касается разработки долгосрочной стратегии развития энергетической
системы Республики Абхазия с учетом модернизации сетей и с учетом возможности создания новой генерации на альтернативных источниках электроэнергии. Это солнечная, ветряная генерация. И вот этот вот стратегический документ, стратегия, да, энергоотрасли, сегодня документ, над которым работают у нас в министерстве наши коллеги. Документ для нас это будет ориентир, в котором мы постараемся прописать и определить ключевые вообще вещи, которые необходимы в долгосрочной перспективе в Республике Абхазия для того, чтобы наша энергосистема была качественно лучше. И важное, что хотел бы здесь отметить, это, наверное, не какая-то такая догма будет этот документ, это будет такой живой документ, который в нашем понимании будет, наверное, корректироваться, меняться с течением времени. Но ключевые параметры, ключевые цели, которые мы бы хотели в долгосрочной стратегии заложить, мы обязательно их укажем там и будем стремиться к их реализации и исполнению, исходя из наших реальных сегодняшних возможностей и того потенциала, который, как мы прогнозируем, будет формироваться в рамках исполнения тех или иных шагов этой стратегии в будущем. Об альтернативных источниках энергии мы можем поговорить? Мы можем параллельно какие-то проекты предложить, которые немножко поменяют нашу сложную ситуацию. У нас в рамках поручения президента была задача в том, чтобы Кабинету министров освободить оборудование, относящееся к альтернативной электроэнергетике, от таможенных платежей и ввозного НДС для того, чтобы снять вот это вот финансовое бремя на тех представителей бизнеса, предпринимателей, которые хотят сегодня в Абхазии заниматься развитием этого направления. И нами эта задача уже исполнена. Правительство на последнем заседании Кабинета министров приняло соответствующее постановление об освобождении солнечных панелей, ветрогенераторов, отдельных комплектующих к этому оборудованию от такой финансовой обременительной нагрузки. В части таможенного тарифа решение вступает после постановления Кабинета. В части ввозного НДС потребуется также поддержка парламента. Мы рассчитываем, что наш парламентский корпус также поддержит, и предприниматели, которые захотят заниматься развитием или же уже занимаются, у нас в Абхазии есть уже примеры предприятий, которые заводят это оборудование. Именно солнечные панели? Именно солнечные да? панели, они их устанавливают в разных районах в Республике Абхазия. Уже у нас есть организации, которые занимаются этим. Некоторые даже государственные структуры, как мы знаем, обращаются, не хочу сейчас уточнять, о ком идет речь, к этим организациям, для того, чтобы обеспечить себе автономное питание за счет солнечной генерации, исходя из потребностей, которые возникают у них. Этот рынок в Абхазии уже начинает формироваться. И вот эта вот мера, которая была принята правительством, на наш взгляд, тоже позволит еще более благоприятные условия создать для развития этой критически важной и современной. Да. Если говорить простым языком, создать более благоприятные условия для предпринимателей, которые будут заниматься этими видами деятельности. Там солнечные панели, еще что-то, наверное. Ветрогенераторы. Да, и иные виды альтернативной энергетики, их комплектующие, оборудование к ним. Это просто приведет к тому, что это оборудование при его установке оно будет значительно дешевле, чем если бы эти таможенные То есть надо заинтересовать, да, предпринимателей, которые хотели бы на территории Абхазии этим заниматься. Нужно сказать, что по солнечными панелями могут заинтересоваться не только предприятия, и, то есть бизнес может и заинтересоваться физическое лицо, гражданин, который при желании, при возможности захочет у себя дома поставить. И ты полностью автономен, да? Полностью нет? Полностью не автономен, но работа на солнечных панелях предполагает все-таки в ночное время потребление электроэнергии из государства, из сетей, из общих сетей. Но если у этого человека сформировался какой-то излишек электроэнергии, и у него есть аккумулятор для хранения, то он может потреблять эту электроэнергию из вот этого
источника, и тогда он полностью автономный. Хорошо, что в правительстве есть понимание этого вопроса, потому что я знаю, многих это волнует. Какие-то попытки были со стороны предпринимателей российских, например, но которые как-то не были как-то реализованы. Но нужно отметить, что это всего лишь один из шагов в этом направлении. Да. Есть другие инициативы по развитию зеленой энергетики, так в целом называется. Как в Европе. Как в Европе, да. Да. Мы сейчас работаем над другими мерами поддержки этой отрасли. Я пока не хочу забегать вперед и говорить, о каких конкретно идет мерах, но в целом мы будем поэтапно идти. Вот здесь важно, на мой взгляд, во всяком случае у нас в министерстве не такое, именно поэтапно идти. Резких шагов в либерализации, развития этой отрасли, исходя из тех проблем, которые есть в энергоотрасли нашей, понимая их, мы считаем не совсем тоже оправданно делать. Но идти в этом направлении обязательно нужно. Да, согласна. Вот когда-то мы в этой студии с Джонсухом Эдуардовичем обсуждали тему энергетики, и я уже подзабыла, конечно, гуризмом не страдаю, я не знаю, все проблемы понятно, но вот использование волн, моря, да, для выработки электроэнергии, оказывается, такая сфера тоже существует. Биомассу можно использовать, например, шелуху от ореха перерабатываешь и специальных... Сколько всего. Но просто, наверное, технологически все это очень не то что сложно, дорого как-то технологии получить. Оборудование солнечных панелей ежегодно, оно из-за того, что развивается это направление в мире, цена на него постепенно начинает снижаться. Вот если сравнивать цены текущие с ценами 22-23 года, значительное снижение. Дешевеет, да. Ага. И здесь зависит, конечно, от объема, от мощностей, которые тот или иной человек хочет. Но в целом оборудование, поэтому мы и видим, что не только мы снимаем вот эти вот обременительные барьеры, но еще и реально появляется больше возможность у людей закупать и устанавливать это оборудование, что, конечно же, мы посчитали важным простимулировать. Ситуация с майнингами. Да, летом у нас складываются более благоприятные ситуации, поэтому мы немножко подзабыли, что вообще происходило в связи с использованием майнинга в нашей стране. Летом, к нам, конечно, на телевидение поступала информация об обнаружении, конфискации майнинговых аппаратов в разных районах Абхазии. То есть эта тема все-таки звучала. Но летом тема звучала не очень жестко. Реальная ситуация с майнингами в нашей стране, она вам известна? Ситуация с выявлением незаконного потребления майнинга, она находится на контроле руководства, и борьба с выявлением этого оборудования, она не прекращается. Буквально недавно совместно нашими правоохранительными органами было выявлено незаконное майнинговое оборудование, которое было изъято. Также в парламенте находятся наши инициативы, которые придадут дополнительных полномочий всем контролирующим органам для того, чтобы утилизировать это оборудование. Сейчас есть в этой части предложения тоже, которые мы надеемся, что в парламенте тоже будут поддержаны. Но проблема серьезная. В этом году она на текущий момент тоже имеет свое место быть, но мы видим, что в целом этих абонентов становится меньше. Нет уже таких крупных больших ферм, как это было там несколько лет назад. Это связано, с одной стороны, с борьбой с этим видом деятельности Республики Абхазия. С другой стороны, нужно понимать, что и конъюнктура на рынке криптовалют, она тоже не очень стала привлекательная для людей, которые этим хотят заниматься, исходя из небольших финансовых возможностей. Это становится не очень прибыльной, поэтому рынок потихоньку тоже начинает сам в этой части спадать. Это направление и связанное с этим фактором. Но в целом сегодня, конечно, мы пока не можем сказать, что весь майнинг в Республике Абхазия
уже отсутствует, к сожалению, пока он еще продолжает быть. И мы бы еще раз хотели бы обратиться к тем людям, которые занимаются этой незаконной деятельностью, что все-таки в текущих условиях это не совсем правильно по отношению к нашим гражданам, которые в конце года вынуждены сталкиваться с ограничениями в подаче электроэнергии. Мягко говорите, аккуратно, интеллигентно, но абсолютно Ну, посыл, правильно. я думаю, понятен, какой я хочу сказать. Большой и сложный вопрос, честно говоря, сегодня не собиралась ее затрагивать, но вот хотя бы так вот пунктирно тема инвестиций. В Абхазии обычно эта тема становится предметом дискуссии, особенно между властью и оппозицией. И, в принципе, профессионально на эту тему говорить в Абхазии невозможно было. И сейчас этот вопрос нигде не звучит. Но в целом ваше отношение к инвестициям. Для того, чтобы развивать энергетическую отрасль, в нее обязательно необходимы инвестиции. Как мы уже с вами ранее говорили, что часть инвестиций она будет исходить от наших граждан, которые осуществляют оплату за электроэнергию. Это будет позволять нам очень многие проблемные сферы, которые сегодня существуют в отрасли, исправлять. Наверное, в целом сегодня, помимо текущих задач, нам глобально необходимо создание новых генерирующих мощностей, то есть новых источников, откуда мы будем вырабатывать свою электроэнергию. Возможно, для развития новых источников энергии, новых генерирующих мощностей, мне кажется, что государственно-частное партнерство, которое мы объективно должны понимать, оно очень затратное, требует больших финансовых вложений, это миллиарды, может быть, даже и десятки. Здесь участие частного бизнеса может быть полезно. Но законодательство, которое есть, позволяет это сделать сейчас? Иностранному не позволяет. Не позволяет. Не позволяет, да. Не позволяет. Создание новых генерирующих мощностей. В идеале нам кажется, что наша энергосистема, когда мы представляем, какая она должна быть у нас не дефицитная, а экспортная. Если мы могли бы еще на экспорт поставлять электроэнергию, а я хочу повторить то, что я говорил ранее, в мире спрос на электроэнергию растет колоссально. Это тот ресурс, тот товар, который востребован. Если мы его могли бы экспортировать и зарабатывать на нем. В идеале нам бы хотелось, чтобы наша энергосистема была не дефицитная, а наоборот профицитная. И тот профицит электроэнергии, который у нас образовывался, мы бы могли поставлять на зарубежные рынки. Как я уже говорил ранее, электроэнергия — это товар, который пользуется большим спросом сегодня в мире. И вот для создания вот этих вот новых генерирующих мощностей, новых объектов электрогенерации, конечно, здесь нам видится, что это было бы полезно, могло бы быть полезно. Царап, как психила и фистерстахуп. Экономика факультета чи харак, економика комзирап хефистаз я финансового университета, чи економика нас физана табаси и лицах зусум только тыфца за экономист, что дуку дик поборт хочек харала шавер стахуп из ванзар абри располаги хочек Era економика заната, и вас тусала гет, шапсах эта программа. Кейн стиглица гинеса бри кейсианство гиф офицераджи программа ялазма, физозма. Я рада урт диаретик шаха программа ялан кейн сидиор яхаза жаба семинар лекции хани хаман кейн сисказ экономика багана хазара нахсус дбанук захарт. У нас захинджер вуси обхас гуяна гутерапсо ханткара университета жги макроэкономика хаза, микроэкономика хаза, царат семестра инталагзан яхзон, урт русум такой хэги, урсту мадуне жги ахар хоржамо би джусна йохарт заржабка
Ари аџьармыкьатә економика иадгыло рыночники ҳәа ҳаҿу урҭ усҟак арҵаҩцәагьы иԥшымзар акәхарын аҵара шәзырцоз уи иара итеориа ишԥазыҟаз ирыдыркылом. аџьармыкьатә економика ҳәа ҳазҿу урҭ агенциа иганахь аҵара ҳзырҵоз уи агенциа ҳаидгылон избан акәзар аҳәынҭқарра аџьармыкьатә економикаҿы зегьы ирацәазароуп еиҳагьы имҩаԥнаго ароль ҳәа економикаҿы зегьы иҳазыруп иара итеориала иазууала избан акәзар ҳара аҵаҩцәа ирацәаӡаны иҳаман абри совет аамҭан иахьараанӡа адыррақәа ҳазҭоз урҭ иаҳа геински кинсианство ҳазихьӡыдыргәаԥхон аха убасгьы сгәасҭар исҭахуп амагистратураҿы аҵара анаҳҵоз атеоретикцәа рыдагьы апрактикаҿы аус зуаз арҵаҩцәа имаҷымкәа иҳаман уи нас хәыҷык аӡәы игәы нсырхар ҟалоит аха урҭ имҩаԥыргоз аҵаратә семинарқәа даара аинтересраӡан убас сара быжәҩахьагьы апрактикцәа иаҳа еиӷьны имҩаԥыргозма ицәгьалаҵәҟьа еиӷьны имҩаԥыргон избан акәзар уи нас апрактика апрактика зусҭцәада чынуаас аус руама бизнес аҿы аус руама изусҭцәадаз абри схаҿы иааиуа рыхҩык арҵаҩцәа урҭ рызегьы абизнес рнапалакын изакәытә бизнеси аӡәы вице-президент Газпромбанк аус иуан уи Москватәи Лондон иҟаз аотделениаҿы аус иуан иара адыррақәа иҳарҭоз даара ҳаинтерес ҳзаҵан избан акәзар абри ашәҟәы ианыз адагьы иара апрактикаҿы иибаз ирацәаӡаны иҳаиҳан нас иара дынҳазҵаауазгьы аҩныҟа иҳаиҭозгьы аҵақәа уи классикатә программа еиԥшӡамызт ахԥатәи арҵаҩы зыӡбахә сҭаху уи инапы абизнес алакын аха абизнес иналагны иара доктор экономических наук уи аамҭазы ҳана степень иоухьан иара бизнес зызкыз абри амусор аганахь ала амусор иҭкылны нас переработка ҟаҵаны убри бизнес ахԥатәи уи ирацәаӡаны бизнесқәа рацәан аха урҭ рызегьы дара инцәажәоз абри ҳарҭ ҳарҵаҩцәоуп ҳарҭ ҳакадемикцәоуп ҳаус рҟны имҩаԥыргаӡом сҭахыцәалаҵәҟьа иинтересаӡам Маркс иӡбахә ирҳәозу иалацәажәозма Маркс иӡбахә рҳәон избан акәзар уигьы иҵаарадыррақәа изгәаԥхо изгәамԥхо рацәоуп аха илагалақәа акыр аҵанакуеит иахьатәи аекономика хәышықәса ауниверситет ашьҭахь Москва аус жәуан шәнапы злакыз иааркьаҿны нас шәыхынҳәра шԥаҟалеи изҭаххада шәара ишәҭаххама шәҭаацәа ирҭаххама уҩыза алшара сышәҭоӡаргьы избасҭар сҭахын аусурадагьы сара аспирантуразы анысҵоз Симонов рҩыза алшара семинарқәа рымҩаԥгара арҵаҩы иаҳасабала уигьы даара иара убри ауниверситет аҿы финансовый аҿы уи иргыло нефтегаза нефтегаза убра семинарқәа ирыцәшәаны имҩаԥаҳгон урҭгьы даара сырзаҳан иԥышәа бзиоуп ҳаицԥхьаӡоит иахьатәи сыԥсҭазаараҿы избан акәзар уара макьана уҿароуп аха ҽаганахь уаныҟалагьы уигьы адыррақәа ҿыц унаҭоит ахымҩаԥгашьа аматериала программа знагашьа аусура аганахь ҳҳәозар уи са снапалакын ԥхьаҟа ишыргәашәҭоз реиԥш аенергетика аналитика аҵаарадыррақәа ҳарҭ аус ахаҳуаз ҳматериалқәа Урыстәыла аҳәынҭқарра аиҳабыра ахь рхы иадырхәон ирацәаӡаны аналитикатә енергетика аганахь ала аҵаарадыррақәа иҟарҵоз уи нас аиаша азаҳан аиҳабыра рхы иадырхәарц аматериалқәа акәын шәара шԥаҟалеи Аԥсныҟа сара Аԥсныҟа сгәы сҽанӡамкәа иҟалеит аԥсадгьыл ахь уи сеилыскаауан уҩыза мҭак ҟалап Аԥсныҟа саныҟәынҳәа аха санааиҵәҟаҵап ус сгәы иҭаӡамызт аиаша азаҳан избан акәзар Москва сусура спланқәа злааз ала уи хәыҷык сгәы сҽанӡамкәа иҟалеит аха Аԥсны инаԥырҵа ахатәы Министерство энергетикеи транспорттәи ԥахьатәи ахада инақәыршәаны иалагеит усҟан аминистрски ҭҟаҵан Џьансыхә Едуард Иԥа-Нанба иара нас аус идызу аспециалистцәа дрышьҭалеит ириоуп уҩыза ириоуп уҩыза адыррагьы сызҭаз
ус واحد قلبرا ус حور حتى خوب حنسيحة وعفر حاجي ست سمكلا زي ده شفاس في بخا ستات شو سنرات في سجي وباسي يثبت بسنا غسارة بسنا يسلش الزر يزيح خضر نرخص قنحيد جنسوخي توارد باي بيبزورو هبسنا قشارة شو صورة مكان أكخاق أشتار بشام تشيوم مستي قشم صار حقيقي جهرادة شو يتخش الصارح كيسمة زمية خزة وس شاس ساويت أتيلي خبشرة شا خبش ماما И я рамтер не самодем хазн на сахоп швой добрый джц ус сидергала за хойти хаги واخا интересаса пшосологи таха усир Абсолютно телехопшра телеграм-канал абржи дара зибзина усурияла гита абржи именно телеграм-канал уи шаца юмзер А Facebook отжги репортаж кой слушай так все двоги оперативно хопшу там тмшено да я حركة بريحنت كارت كزمو информацию شزخابشو مزارجي يراونا телехопшра телербага حوت وشنسا شو خبصر بتقول زاشنا أو شزخبشوي أينا إحنا بسابشم تشوش عم تشو مزار نصيحة بيه بستازر زلا زلا информация حرزق تليفون كورقان بيه حقول داس تليجرام канал كورجا и вообще мы социал да كورجا نرزو информация وس جانس جا حقولت شحوش حتى شاير هوا حاول براند بابا информация нас ورغي знабала هدر نوم ويجي وعند جيرتشن يوحاويت أي انترفيو دوك يا حاب يوتيوب على شاقب شوانا في زريو عم تشمزم يا ورا عم تشمزم أي السوسيال حفرج شرزلو ما كرشي يواما أجيز فيديو ما خدنا زلسر بخوا يودعو سعرك زبطوس يمشيمو عبري يرياكو زريش باقي زرز حبسخاك شرا جربشتوس يشمو يدو أوما عايش زحنا جد نلقى أنا وسمزم أخا دارا جربشجن وسيو حزر تشرشل سما بوي بيوغرافيا جرس شن سابخ خيد بيوغرافيا جي سنابخي حاجي وبريويو أو يجانا خالص زحن أجد ردو كشيلو يسنربيت إزبانا وزاري رأي بستازار زيجي عبري بستازار جايس رأي عايك بري يرتشدني إذا نخوجي زنيركني يخايجي تخويجي بدواكتنا ويتاس يشقتاز يخايجي ناس يرتشدنا بيفتابيوغرافيا زخزوها شبرجا يوانا برينوس خد يخوض سرق ويوانا غيرك شادقل مزوبري وبري سنيس خدسو ويتورخ وبريس زحن интересация. جهرادا شتاعترزы شغشتخكو وس سويانا قدسرا ويا комплимент нак замиза асоциациауит шпстазара а вас план шумома أبلان كويز اسمه بخا تخدم بياشكس كويش إحنا ربازي بشبرينا سيم ده لبز خذ بخاغي في حزقي وجوش نظام كو إيكونوميك جي شغا براغنوز كو أوتو شغا فينانس موديل كو رجلر يوبريز أختس الله الزجي إحنا سيم تليب في بخيخوما سيب خيدا عندي خروج كويس دارت سكوب خيتوي وجوش نظام كويز أختس كو الله رغلو دخ أشزقة ترى بخبلان أنت خروج كيستاب سوارت شنو يبخر استخو إسبانس زدرو مخيا أي ناس في سمرت شاجتي ليش حرتي في تخزن بلان كسمو باخ تشاب وبرتها بلان كورس رسخابشنا واحد جيغاست زومها شغالة يسبسخ زومها وسبستازر جيا شو بحيس بخد زومها بستازر ويزا تغلزا شكود نقالو أبري بي خبي عم تزحن يودو قلشة تسقى تشاب سخر كجانا على تخو تاتشا أتاتشرا يالا لطوبها شارحوما يرمحوكو يا عموس بش شرا يخشحا ويراشحو يوصل نروحو ويرحود تقبل دياشك سكاير شنو يرحود ويجي ناس خرايم قال يعلبها وسكويا يشحر حيتاي تاترا جايش شي شو قما شو غدا يجي عايش شو يجي عايش
Итабуп дара финалту сарахь хаисуит, уи хасасцу заги рахтуит. Аԥсуаа рымҩаҿы ихадоу азҵаара шәара шәгәаанагарала, ихадоу иара аенергетика иадышәҳәалар ҟалоит, иарбанзаалакгьы даҽа зҵаарак, аха иахьа ҳахьааихьоу ҳамҩаҿы аԥсуаа зегьы реиҳа раԥхьа иргыланы иӡбатәу убриоуп ҳәа шәгәы иззаанаго иарбан? Иахьа ҳарҭ аԥсуаа ҳамҩаҿы излашәҳәаз еиԥш, ҳарҭ иҳамоуп Аԥсны аҳәынҭқарра, аԥсуа аҳәынҭқарра, уи даара имариоу усым, ҳабацәа, ҳабдуцәа зхақәызҵазгьы хашҭра рықәӡам. Убри аҳәынҭқарра арӷәӷәара, арҿиара, раԥхьаҟа аагара уиоуп ҳаԥсуара раԥхьа инаргыланы абри ҳҷыдаратә ҟазшьақәа егьырҭ амилаҭқәа ирыламу убарҭ зегьы хьчаны ганкала, даҽа ганкала иахьатәи аамҭагьы уҿаԥхьа иуднагало уигьы уадымгылар ҟалом. Убри зегьы рҩ-ганк иаҳзеилагзар ҳарҭ иаҳиааиуазгьы дааӡам ҳәа сгәы иаанагоит. Иахьа агәра згеит инеиҵыху аинтервиу абри иахьа иааҳцоз ԥсышәала имҩаԥаҳгаргьы ишшәылшоз шьҭа игәнызгалоит ԥсышәала иахьа ҟасымҵаз, аха ҽазны ԥсышәала игәадуроуп. Уи акала ҳшеиламгоз здыруан изоуп. Ахатәы бызшәа, шәхатәы бызшәа абас ҳәынҭқарратә бызшәа ибзианы иахьыжәдыруа, насгьы иҳазҳәом, иаҳдыруеит, аха терминологиа ҳаздырам агьимҳәам, аԥсуаа рацәоуп аҟынтәи мыцхәы ишәыдсымцалаӡеит убри. Даараӡа иҭабуп, гәык ала исҳәоит, иҭабуп ҳәа шәасҳәоит, ҳаҭыр зқәу ахәаԥшцәа иахьа шәахьоуп, аха ҳамшьҭа бзиоуп, шәымчыбжь маншәалазаат абзиараз.